Доброе утро, республика! Все, кто встречает это утро вместе с нами. Это новый день, и вновь мы выходим с улиц города Якутска. Вновь мы располагаемся в старом городе между комплексом Кружала и Преображенским храмом. Сегодня утро в Якутске выдалось достаточно бодрым, весьма прохладным, и советую всем, кто сейчас собирается на работу, одеться как можно потеплее, потому что в Якутске всего плюс 10 градусов. К чему я это? Как обычно, погода на нашем канале. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах было от плюс 7 до плюс 9, днем ожидается всего лишь плюс 12, плюс 15, в Заречье плюс 8, плюс 12, утром, днем плюс 13, плюс 18, на юге республики плюс 12, утром, днем чуть теплее, плюс 16-20, в Вилюйских улусах плюс 9, плюс 10, утром, днем 13-16, в Нижнеленских плюс 8, плюс 9, утром, днем плюс 13, плюс 14. На западе плюс 7, плюс 9, днем плюс 15, плюс 19. В Колыму-Дигирских плюс 2, плюс 6, утром, днем плюс 6, плюс 9. В Янске плюс 4, плюс 7, утром, днем плюс 4, плюс 9. И на северо-западе плюс 5, плюс 9, днем плюс 7, плюс 15 градусов. Как я уже сказал, в Якутске в 6 утра температура воздуха плюс 10, достаточно бодро и прохладно, поэтому, еще раз повторюсь, одевайтесь теплее. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, ветер дует северо-западный 4,9 метров в секунду, ну а днем будет, опять же, не жарко, от плюс 14 до плюс 16 градусов. Пришло время поговорить о том, какие новости произошли в республике и в стране. Слово информационной службе нашего канала. В эфире новости, в студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Общероссийские организации инвалидов смогут получить земли в Крыму, на которых находятся их здания. Данные нормы уже действуют на территории всей России и исключают только крымчан, поскольку закон был принят в 2005 году. Законопроект доработан по всем позициям и принято решение его поддержать, сказал первый зампред Думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Кузьмин. Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел предложили увеличить на 5 лет для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию во втором чтении. В документе предлагается установить, что майоры и подполковники смогут служить до 55 лет, полковники до 60, а генерал-майоры и генерал-лейтенанты до 65 лет. Между тем, Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к первому чтению законопроект о предоставлении правоохранительным органам возможности контролировать полеты беспилотников. По словам главы комитета Василия Пискарева, цель законопроекта – дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связываться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. Электронные паспорта выдадут досрочно. Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году. Предоставление бумажных паспортов будет полностью прекращено в течение 2022 года, на 2 года раньше, чем изначально планировалось. Старые паспорта останутся действительными до окончания срока их действия, то есть граждане старше 45 лет смогут пользоваться ими пожизненно. Кроме этого, власти показали образец электронного российского паспорта накануне. Он оказался размером с обычную банковскую пластиковую карту. Туда встроен чип с носителем с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищенный документ с голографическим изображением. Криптография российская с QR-кодом. Карта будет содержать информацию, которая не меняется в течение жизни человека. Имя, дата рождения, место рождения, данные миграционного учета, водительские права, ИНН и СНИЛС.
Леса Магаданской области, Чукотки и Тывы выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем поглощают, тем самым ускоряют изменение климата. Ежегодно страны мира подают кадастр или данные о балансе парниковых газов в рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Эти расчеты позволяют принимать решения по предотвращению глобального потепления на уровне стран. Одна из составляющих этих расчетов – способность лесов поглощать СО2, которая позволяет России оставаться мировым климатическим донором. Однако не все леса помогают сохранить климат. Ежегодные подсчеты российских ученых определили 3 региона, которые не забирают СО2, а выбрасывают. Об этом говорилось ранее. А я отмечу, что якутские леса в этом списке не значатся. Грандиозное представление на манеже покажут артисты 5 стран и животные 5 континентов. В преддверии премьеры в бриллиантовом цирке республики прошла открытая репетиция программы итальянского цирка «Слоны и тигры». Звездные представители старейшей итальянской цирковой династии Тони и братья Давия и Коррадо демонстрировали мастерство дрессуры и истинный итальянский темперамент. Помимо номеров с участием животных, в программе заявлены выступления уникальных артистов. Отметим, что итальянская цирковая группа пробудет в Якутске до 20 августа. Spettacolo è fantastico. Spettacolo è У нас fantastico. шоу прекрасное. Dovete venire tutti qua, perché veramente questo è un bel spettacolo da vedere. È difficile che venuti voi. Всех Коррадо приглашают, потому что такую программу редко где увидишь. Bisogna venire perché... Но приходите в итальянский цирк, мы всех ждем на наших представлениях. Всего лишь 1 месяц. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Ну а пока наши коллеги вещали о последних новостях, мы сменили нашу локацию в Старом городе, и теперь мы вещаем от Мемориального дома-музея имени Максима Кировича Амосова. Почему, мы узнаем буквально минут через 15, а пока лето, пора отпусков. Пора позаботиться и о том, чтобы не было долгов перед выездом. Теперь долги оплатить стало намного проще через сайт госуслуг. Как это делается в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха-Якутия рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться об отсутствии долгов по налогам. Для тех, кто планирует провести летний отдых за пределами страны, наличие задолженности может стать неприятным сюрпризом в виде ограничения выезда за пределы Российской Федерации. Чтобы не испортить себе отдых, стоит заранее уточнить наличие налоговой задолженности. Узнать о налоговой задолженности, получить квитанцию можно на сайте налог.ру в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц» или на едином портале государственных и муниципальных услуг на сайте госуслуги.ру. Налоговые органы республики сообщают, что с 2019 года в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек». Теперь налогоплательщики могут уплачивать налог на имущество физических лиц, земельные и транспортные налоги одним единым платежом. Уплачивать единые платежи могут и третьи лица. Это значит, что физические лица могут уплачивать налоги за других физических лиц или индивидуальных предпринимателей. Например, могут уплатить за супругов, родителей, детей, родственников или просто знакомых лиц. Для оформления платежных документов вы можете использовать удобный сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Выберите категорию налогоплательщика, то есть того, кто будет платить, и укажите сведения о нем. Если у вас есть платежный документ, то введите его индекс и перейдите к оплате. Теперь вы можете оплатить онлайн, если вы являетесь физическим лицом, или сформировать платежное поручение и оплатить через банк. Пользуйтесь, все просто и очень удобно. Продолжаем наш эфир. Потребительский кредит. От определения у него это кредит, предоставляемый непосредственно гражданам для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования, но и для прочих покупок. Наверное, лето – это то самое время, когда надо успеть построиться, например, кто строит дом, и нужны определенные стройматериалы. Кроме этого, можно обновить гардероб или купить технику, потому что зимой не особо хочется и бегать по магазинам и всем этим закупаться. А зимой лучше наслаждаться уже
уже в светлом, теплом доме с необходимой техникой и оборудованием. Как взять кредит в одном из старейших банков страны, расскажет Катя Винокурова. Хочется все. И в отпуск съездить, и ремонт сделать. Но зачастую выбрать что-то одно не получается. Как правило, не позволяют финансы. Тогда на помощь приходит потребительский кредит от Сбербанка. Основными преимуществами потребительского кредита Сбербанка являются удобство оформления, скорость получения, ценовой аспект, прозрачность условий. Например, процентная ставка по вашему кредиту не будет зависеть от страховых или каких-либо скрытых условий. Также процентная ставка является фиксированной на весь срок кредитования, то есть она не повышается на второй и последующие годы. По потребительскому кредиту Сбербанка вы сможете осуществлять досрочные платежи в любое удобное для вас время. Хочу отметить, что вы сможете самостоятельно определить необходимую дату внесения платежей на этапе оформления кредита в офисе Сбербанка. Оформление кредита в Сбербанке не займет много времени. Вам нужно только обратиться в любой из офисов, а их в Якутске 12. Расположены они во всех районах города. Причем 5 из них готовы обслуживать вас и в субботу. Я только что оформил потребительский кредит в Сбербанке. Меня очень порадовало то, что можно воспользоваться этой услугой непосредственно онлайн. Но у меня возникли кое-какие вопросы, поэтому я обратился в офис Сбербанка, где мне доступно ответили на все интересующие меня вопросы. В среднем жители региона берут в Сбербанке в месяц 5000 потребительских кредитов. И они знают о его многочисленных преимуществах. Реализуйте свои планы прямо сейчас. А о финансах Сбербанк уже позаботился. Любите ли вы танцевать? Ну, это, наверное, вопрос адресован всем возрастам, так же, как и любовь всем возрастам покорна, так и, наверное, танец. Ну, в зависимости от возраста можно танцевать. Кто-то любит твист, кто-то вальс, кто-то диско и прочие танцы. А знаете ли вы, что танц, кроме того, он может изменить отношение к самому себе и повысить самооценку? Даже есть такой термин «танцтерапия». Вот что это такое, сейчас и поговорим. Зря с самых давних времен называют языком тела. Он способен выражать те чувства, которые сложно выразить словами. Он помогает эмоционально раскрепоститься и освободиться от накопившегося напряжения, помогает достичь гармонии со своим телом. Танец – это маленькая жизнь, где человек посредством движения меняет ее. Он меняет отношение к себе, он меняет отношение к окружающим, то есть к социуму, отношение к своим близким, родным, например. Да? Повышается самооценка, он, скажем, определяет границы свои внутренние и внешние. Танцетерапия начала существовать благодаря практике американки Мэрион Чейз, которая жила в 30-х годах 19-го столетия. Поначалу она работала с постановкой классических видов танца, которые базировались на позах, правилах, изнурительных тренировках. Затем начала замечать положительное влияние танцевальных движений на самочувствие и настроение людей. Она начала добавлять свободные, нетрадиционные движения, чтобы человек мог раскрепоститься. Таким образом было изобретено целое направление в психологии. В танцевальной терапии нет конкретного танца, под который что-то можно делать. Есть определенные техники, где человек именно с помощью движений, вот это спонтанные движения, это индивидуальный танец, например, спонтанные движения, которые человек сам придумывает. Нет конкретного танца, например. И в танцевальной терапии человеку не обязательно уметь танцевать. Это не обязательно нужно иметь, допустим, какое-то хореографическое образование, супер быть танцором. Главное – это умение чувствовать себя. Человек познает себя с помощью движений. Когда он танцует, когда он двигается, у него формируется положительный образ себя. В большинстве случаев освободиться от накопившегося негатива и напряжения можно только выплеснув его. Так давайте делать это красиво, в танце. Мария Павлова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Чем занять себя, к примеру, в выходные? Ну вот сейчас погода в Якутске испортилась, уже я думаю, на пляж не получится сходить. Но вот, к примеру, можно сходить в
в кинотеатр. Тем более, что в кинотеатре состоялась нашумевшая премьера фильма «Король лев». Наблюдая за социальными сетями, я вижу прекрасно, как люди всех возрастов отправляются туда, потому что для кого-то это воспоминания, для кого-то это новые эмоции. Я думаю, что этот фильм не оставит никого равнодушными. Какие еще киноновинки вышли в кинотеатр, расскажет наша постоянная рубрика «Киноафиша». Добро пожаловать в кинотеатр «Елена» на премьеру долгожданного ремейка легендарного мультфильма. Дисней и режиссер Джон Фавро сделали это. Сняли «Короля льва» для поколения, воспитанного гаджетами. Анимационная версия 1994 года, на которой выросли те, кому за 35, выпущенная той же студией, была прекрасной. И вот теперь, дорогие состарившиеся зрители, а также их дети, добро пожаловать в суперреалистичный мир африканской саванны. Здесь скалы похожи на скалы, птицы летают, как должно пернатым. Антилопы бегают по антилопьему, и гривы у львов красиво развиваются на ветру, как на канале Discovery. Может, помогает другим. Беги, Симба, и никогда не возвращайся! И судя по первым зарубежным отзывам, реалистичность картинки действительно поражает. В касте озвучивающих персонажей и актеров приняли участие суперзвезда Бейонсе, а музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, известный по саундтрекам к множеству картин, в числе которых «Интерстеллар», «Темные рыцари» и «Пираты Карибского моря». В вечном круге жизни. Король лев. Я рад, что ты вернулась. Вот, присылай все, что хочешь. Также смотрите сегодня драму «Соблазн» от Жюстин Трие, которая была номинирована на главную награду Каннского фестиваля в 2019 Основной году. конкурс Каннского фестиваля. Моя жизнь — роман. Захочу — перепишу. Все зависит от меня. Сюжет повествует о Сибил, успешной женщине-психотерапевте, решившей, однако, отказаться от лечебной практики ради того, чтобы осуществить свое давнее желание – написать книгу. В это же время к ней обращается молодая актриса Марго, находящаяся на грани нервного срыва. Сибил оказывается настолько увлечена историей новой пациентки, что решает продолжить терапию, и жизнь писательницы меняется кардинальным образом. Жду продолжения. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Уверенность в себе. Я притворяюсь. «Соблазн». Фильм Жюстин Трие. В кино с 18 июля. В Москве завершились 10-е Всемирные игры победителей. Что это были за игры, как принимала участие в них команда из Якутии, в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. 9-летний Дима Босиков из Якутска шустро бегает по полю и мечтает забить свой первый гол на играх. За плечами у юного спортсмена целых 4 года усердных тренировок. А еще страшное заболевание – рак. Болезнь поразила почку мальчика. Год химиотерапии, посещение больниц и медцентров. И вот маленький, но уже не по годам сильный Дима вышел из борьбы с болезнью победителем. Будем еще сильнее, надеюсь. Будем вживаться в жизнь. Да? Да, Дима? Да. Мы сильные? Да. Рак разделил жизнь на до и после. Спорт, по мнению участников, помогает не только реабилитироваться, но и вернуться к той обычной жизни, которая была до болезни. Всего 6 дисциплин и 10 возрастных категорий. Якутию вместе с Димой на играх представляют еще 5 детей. Юные спортсмены уже могут похвастаться первыми золотыми медалями. Так, уверенно отражая удары соперников в настольном теннисе. Победу среди юниоров одержал Михаил Федоров. У меня была лимфома Беркета в 5 лет. Когда меня обнаружили, уже было на 4-й стадии. Но были очень опытные и добрые врачи, с помощью которых я выздоровел.
Еще одну победу в копилку сборной республики принесла Сахаяна Слепцова. Девочка 2 года боролась с острым лимфобластным лейкозом. Это рак крови. Спустя годы Сахаяна вылечилась. На играх она заняла 1-е место в дисциплине ходьба в возрастной категории 12 лет. Конечно, радовалась, заодно и волновалась. Медаль, не такая большая, не такая маленькая. Шахматы, стрельба, бег. Каждый член команды мог участвовать сразу в нескольких дисциплинах, и у всех отличные результаты. Так, Сафронов Вася стал чемпионом по теннису, Дима Босиков победил в турнире по стрельбе, Арина Ефимова и Рома Константинов одержали победу в шахматах. По мнению судей, эти дети не просто победители, они даже круче олимпийских чемпионов. Вот с 10-12 лет уже видно, что детишки более стойкие, так и более характерные, я бы так сказал. То есть в любом случае, скажем так, специфика этого турнира, она сказывается, конечно. Всего же историю болезни в историю побед на играх переписали свыше 500 участников из разных стран мира. Россия очень хорошая и очень чистая страна. Игры победителей просто удивительные. Здесь созданы все условия, чтобы мы могли играть и побеждать. Сейчас в этом году у нас 15 стран. Впервые к нам присоединилась Словакия. Впервые присоединилось несколько новых регионов России. И если говорить о географии России, то это практически вся страна. Новые знакомства и открытия помогают детям и их родителям вернуться к активной жизни, к той, что была до болезни. Между спортивными турнирами на площадке спорткомплекса проходят различные мастер-классы и развлекательные игры. Ну а сделать этот праздник еще более ярким и веселым помогают вот такие плюшевые звери. На помощь к ним приходят и профессиональные клоуны. Короли и королевы улыбок уверены, смех – это настоящий драйвер жизни. И чем его больше, тем лучше. Правда, потому что когда мы смеемся, мы вырабатываем гормоны смеха, эндорфины и так далее. И смех – это самая естественная анестезия, которую можно просто найти. Посредством общения с детьми и попадания в эпицентр боли ты преобразуешь этот мир хотя бы немножко к лучшему. Выражение «бороться за то, чтобы снова жить как раньше», пожалуй, стало девизом соревнований. Праздник спорта завершился под громкие фанфары и несмолкаемые аплодисменты. На главную сцену поднялись триумфаторы игр. И пусть не все получили золотые медали, не страшно, ведь здесь нет проигравших. Каждый из ребят еще до старта одержал свою главную победу – победу над страшным заболеванием. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва. Продолжаем наш эфир, и напомню, что мы находимся в Доме-музея имени Максима Кирилловича Амосова, и поговорим мы с гостями. Марьяна Стручкова, заведующая выставочным отделом Якутского музея имени Ярославского, доброе утро, и Аграфиной Афанасьевой, специалистом экспозиционно-выставочной деятельности Якутского музея имени Ярославского. Поговорим о российско-китайском фестивале, который назывался «Российско-китайская ярмарка. Культура и искусство». Он был 10-м международным. Ну и первый вопрос, наверное, к вам. В каких числах проходил этот фестиваль? Фестиваль проходил с 22 по 29 июня. В начале апреля этого года Якутский музей пригласило Министерство культуры и национальной политики Амурской области с выставкой на 10-й международный фестиваль «Русско-китайская ярмарка. Культура и искусство». Вообще, какая цель была данного фестиваля? Цель данного фестиваля – это укрепление дружественных отношений между двумя странами, Россией и Китаем. Кто еще принял участие от Якутии и из других стран? Кроме Якутского музея, участие принимали мастерицы из Жиганского улуса по приглашению города Хэйхэ по обмену между мастерами декоративно-прикладного творчества. Выставка называлась «Северные узоры», вот как мне удалось и в средствах массовой информации почитать. Что представляла собой эта выставка? На данной выставке были представлены ковры, коврики, панно, национальные костюмы коренных малочисленных народов Севера, далее конское убранство, а также одним из уникальных экспонатов этой выставки был чепрак XIX века. Он был выполнен из сукна с вышивкой.
Также на этой выставке принимали участие мастерицы школы высшего мастерства «Уран-Ис» под руководством Светланы Ивановны Петровой. А какие еще выставки были вот в рамках этого фестиваля? Потому что вот я смотрел, там целый перечень был разнонаправленных предложений, куда можно было посетить. Вот вам удалось еще побывать в гостях у коллег? На 10-м фестивале открылось в Амурском областном краеведческом музее имени Новикова-Даурского открылось сразу 10 выставок. Из них юбилейные выставки были посвященные десятилетию проведения фестиваля, 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Из других регионов были с города Москвы, с Хабаровска, с Якутска. И были из Амурской области, из Китая. Ну, вот как раз сейчас наши пока зрители видят как раз фотографии вот с этой выставки, да, сразу же возникает вопрос, а какие еще работы известных мастеров Якутии были представлены в рамках вот северных узоров? Да, на данной выставке это была традиционная тема данной выставки была традиционное шитье, и здесь вот современные, если остановиться на наших мастерицах, то это Смирнова Ульяны Мироновой работа «Конское убранство», и далее работа еще хотела остановиться на работе Буктахсон, это народного художника, народной мастерицы Анны Зверевой. А какие еще мероприятия были проведены в рамках фестиваля? В рамках фестиваля было проведено только на российской стороне около 50 мероприятий, и также часть была проведена в Китае. Главными звездами данного фестиваля были легенды из двух сторон, но от российской стороны это Государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и Московский театр танца «Гжель». И от китайской стороны это была симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян. Спасибо большое за то, что вы рассказали о выставке. Хочется пожелать музею Ярославского новых интересных поездок и участия в различных фестивалях. На этом, дорогие друзья, все. На этом прощаемся. Отличной пятницы и отличных выходных. Пока.